Всем привет! Конец лета, уже мягче светит солнышко, но самая жаркая пора прямо сейчас проходит на сельскохозяйственных полях. И для того, чтобы мы полностью окунулись в работу, мы приехали в Тетюшский район, в село Жуково, в гости к агрофирме «Колос». Меня зовут Александр Ледовских. Это погружение на 100. Поехали! Поехали! Агрофирма «Колос» стала победителями конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня-2024» в номинации «Сельское хозяйство». «Золотая сотня-2024» – конкурс для представителей малого и среднего бизнеса Татарстана, проводимый в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», организованный Министерством экономики Республики Татарстан и Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан, подведомственного Министерству экономики Республики Татарстан. Свою историю агрофирма «Колос» начинает еще с колхоза «Рассвет», который был образован в 1931 году прошлого столетия. В его состав входило 100 хозяйств, в которых проживало 450 человек. Сейчас же агрофирма занимает лидирующие позиции в республике по урожайности, качеству техники в своем автопарке, а также по условиям труда. И мне удалось пообщаться с одним из руководителей агрофирмы поближе. Эльмир, добрый день. Здравствуйте. Очень бы хотелось с вами пообщаться и позадавать вам вопросы. В первую очередь, мне очень интересно, какие же у вас были эмоции от победы в конкурсе «Предприниматель года. Золотая сотня-2024»? Ну, так скажем, как являемся мы лидером республики, все равно это было очень приятно. Как бы, так сказать, опять вершин какой-то победы для нас, новой победы, так скажем. А что касаемо направлений у вас в агрофирме, можете рассказать нам? Основные у нас 3 направления. Это зерновые, сахарная свекла и молоко. Самые 3 главных направления. А чем вы особенно гордитесь? Какой продукцией? Может быть, какой-то технологией, которая только у вас она имеется в агрофирме? Технологии, как и у всех, одинаковые. Что-то обновляем, что-то изучаем, ездим к соседям, узнаем. Также технику обновляем. Все современное. В основном у нас направление это зерновые больше уже. Это при создании агрофирмы «Колос» уже изначально был принцип зерновых культур. Больше направлений. Теперь уже к молочному тоже мы как-то стараемся уделить больше внимания, времени, чтобы тоже стать лидерами. Я думаю, что у вас это получится. Слышали, не первый раз, наверное, слышали про нашу агрофирму, то, что являемся лидерами там зерновых, уборки урожая, по валовому набору. Ну, это одна из причин, почему мы к вам приехали. Да. Ну и последнее, что я хотел бы для себя сегодня выяснить. Кем же мне сегодня предстоит быть? Сегодня, несмотря на нашу погоду, вы станете сегодня механизатором. Я готов освоить новую для себя профессию, новый навык. Перемещаемся на поле. Приглашаю вас с собой. Добрый день. Добрый день. Итак, сейчас самая сладкая часть, которая мне больше всего нравится. Сейчас я буду постигать профессию, новую для себя. Я стану механизатором. Моя задача будет вспахать небольшой участок поля. Мне будет помогать Рафик. Рафик, как давно вы вообще работаете? С 82-го года. С 82-го года. Это очень круто. А скажите, а нравится ли вам? Как не нравится? Не нравится, не работал. Я надеюсь, мне тоже понравится. Ну что, приступим? Я боюсь эту машину. Итак, что мы делаем? Сейчас нажим вот это, вот так жестик вперед делаешь. Вперед. И вот. Все. Все, мы поехали. Все. Вон тут крайние обороты. Нет, это ручник. Вот. Обороты. Чуть-чуть на газ нажми, вон на крайний. Нажми чуть-чуть, нажми. Сейчас он поедет. Нажми. И вот. Давай. Все, отпускай, ничего не делай. И автопилот. Все. Руль не трогай, не надо трогать. Он отключится. Рафик рассказал мне, что в его опыте с 1982 года он повидал множество разных машин. Но все они не идут в сравнении с тем, на чем он работает сейчас. Механизатор, чтобы начать вспахивать поле, вручную вводит в бортовой компьютер данные,
размер, вид почвы и глубину вспашки. Затем выезжает на поле, несколько нажатий кнопок и вуаля, трактор с плугом выходит на работу. Я добавил все 1800, добавил ему оборот, и он так будет идти. Все. Только жестиком вот обороты убавлять. Скорость. При этом механизатору не нужно держать руки на руле и ногу на педали газа, потому что автопилот и система плуга не позволяют уходить от нужной траектории. За счет этого поле оказывается равномерно вспаханным и подготовленным к зиме. А я у вас здесь магнитолу увидел. Вы включаете какую-нибудь песню себе? Ну, включает. А что вы любите? Что вы любите? Ну, я татарский смотрю, слушаю все время. А сами поете в кабине? Ну, да, еще бывает. Ну, всякое бывает. По полям, едет зеленый трактор к нам. В Колосе находятся 1100 единиц крупнорогатого скота и 450 дойных коров. А то, как они мычат, как проходит их кормление и как смешно они чешутся, это вызвало у меня особый, неподдельный восторг. И финальное. Мы находимся рядом с сушкой, и именно здесь происходит термическая обработка зерна, и оно отправляется на склад. Ну а какие у меня эмоции от сегодняшнего погружения? Самые невероятные. Я находился за рулем настоящего трактора. Если эта программа понравилась и хочется пересмотреть ее еще раз, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети. Ну и до новой встречи на новом месте. Пока-пока.